Так. Так, а тут, кстати, комментарий выводится с "Ютуба". Просто надо чуть понять, нас слышно, видно нормально на Так, тут трансляции. есть справа вкладка Comments. Наверное, там и будет отображение комментов. Да, вот комментарии Начинаем справа, сегодня. тут комментарии. Можете начинать? Так, всем ассаламу алейкум. Вот, собственно, сегодня у нас по плану мок-интервью вот, на позицию, ну, примерно middle разработчика. В конце как бы мы узнаем примерно, на какой уровень будет претендовать Муслим. Вот. А так, как бы базовые вопросы, которые задают там на большинстве собеседований, вот, вроде ничего такого прям сложного не будет. Это я к тому, чтобы Муслим сильно не переживал. Всё-таки публичное собеседование, оно такое, так сказать, напряжение всегда держит. Вот, в принципе, мы такое попробуем в расслабляющей обстановке это провести. Вот. Поэтому, если, допустим, какие-то там вопросы и темы не знаешь, это ничего страшного, тебя на работу никто сейчас не берет, поэтому можешь чуть-чуть Сейчас это не расслабиться. критично, да. Да-да-да. Все не могут знать все, поэтому как бы я, допустим, тоже много вещей не знаю. В этом плане, конечно, не переживай. Вот, собственно, давайте немного расскажу о себе. Я начал заниматься Гошкой где-то, наверное, года 2,5 назад. Вот, познакомился с языком, понравился, повезло сразу, удалось залететь на стажировку. Вот, поработал в Wildberries, поработал в Рамблере, вот, занимался рекламной платформой в целом, опыта поднакопил. Также, в принципе, занимался наймом разработчиков, плюс еще так менторю в H-науках, если вдруг видели такое место. Вот. Собственно, про себя я, наверное, все, что хотел рассказать, рассказал. Вот я тогда передаю слово тебе, Муслим. Так, ты поздоровался, алейкум баракату. Муслим, недавно залетел в интернет, недавно вел стрим. В программировании я тоже чуть больше полтора года, получается. Год я отработал на Хатве, чуть больше года. Вот недавно я сменил место работы, это было пару месяцев назад, буквально 4-5. Меня взяли в Ламоду на младшего разработчика. Надеюсь на ближайший грейд, точнее апгрейда, это приблизительно в конце этого года получается, подтаскать свои скиллы надо. И вот такой вот мок-собес — это прям отличная возможность проверить свои вообще, на что же рассчитывать на уровне middle разработчика. Что еще? Это что касается моего коммерческого опыта, 1,5 года. До этого там со школы игрался плюсами. Ну, там это было вот так вот, то сегодня, то там неделю забросил, месяц поработал и так далее, и так далее. Поэтому IT только начался мой старт, так скажем. Так, у меня вроде все. Окей, тогда давай, собственно, расскажу немного про формат, в котором будет проходить собеседование. Вот. Сначала тебя поспрашиваю по Гошке, там посмотрим пару задачек, на что выведет код, и нужно будет чуть-чуть кода написать. Вот. И в целом там поговорим про базы, то есть это там Postgre. И если останется время, то затронем технологии и систем дизайн. Вот, попробуем что-нибудь прикольное запроектировать. Вот, собственно, давай начнем с раздела по Go. Вот, в принципе, у нас в Go есть такая штука, как строка. Вот, можешь рассказать, что это такое, как у нас она устроена в Go? В Go строка представляет из себя массив байт, в который как раз-таки хранятся каждый байт отдельно в каждом массиве. То есть там, по-моему, в C это отдельный тип char есть, а тут прям соединили массив этих char, и по итогу мы получили на выходе string. Какие операции, наверное, сразу же вопрос будет, можно делать Ну, на у меня таком чуть-чуть string? другой вопрос. Вот ты упомянул такое слово, как массив. Все-таки как бы нужно отметить там массив байт или же все-таки слайс байтов?
Я думаю, точнее, я знаю, что это массив байт, потому что слайс в Гошке — это такой тип, который динамически может изменять свой размер, а стринга в Go как раз-таки имеет фиксированный размер, и она никак не изменяется. Изменить даже нельзя отдельный его элемент. Так, окей. Разбирался ли ты, как у нас работает strings builder? То есть, ну, наверное, пользовался когда-нибудь, вот. А, Как под капотом он работает, примерно знаешь? Честно говоря, я не заглядывал под капот. Ну, в общем, там просто идея в Интересно. том, что у нас слайс как раз, точнее, строка как раз-таки как слайс, то есть мы, ну, собственно, идея string builder — это как бы использовать его как слайс. Вот, поэтому она неизменяемая, но есть инструмент, который позволяет ее расширить. Вот, и это, ну, не сказать, что это фиксированной длины массив. Вот, поэтому тут есть такой нюанс. Вот. Так, насчет неизменяемости ты упомянул. Вот, можешь сказать, вот что будет, если мы вот попытаемся какому-то элементу в коде присвоить, ну, какому-нибудь элементу строки присвоить какой-нибудь символ? Что произойдет в данном случае с программой? Блин, я вроде бы раньше с этим игрался, но, наверное, сейчас не вспомню. По-моему, там уже получается паника на выходе, потому что мы пытаемся изменить неизменяемый элемент. Ну, тут Так что, единственное скорее будет всего, не да. паника, а будет, ошибка компиляции, потому что А, он на уровне компилятора может понять, что у нас есть такой тип, ну, как бы типизированный язык. Тут вроде все понятно, да, что логично. строка — это значит, это строка, вот. И попытка ее изменить — это нас просто как бы не скомпилируется, вот. Окей, вот у нас, есть, какая-то строка, какое-то определенное количество там разных символов, букв, там латиница, кириллица, там иероглифы. Вот как нам бы посчитать, сколько там символов вообще в этой строке? Ну, тут как раз-таки имеется такой подводный камень, потому что в Гошке не латинские символы имеют размер больше 1 байта. Допустим, кириллица имеет размер 2 байта, и получается, когда мы будем там проверять длину строки, то мы там на выходе можем получить условно 13 байт, хотя там, я не знаю, состоит слово из латинских и кириллических букв. И, допустим, чтобы посмотреть именно количество букв в этой строке, кириллических или любых других, допустим, китайский там 4 занимает, есть отдельный метод, как он там называется, len run strings, он, Ну по-моему, да, то там, есть из да, типа пакета там такого. Там есть отдельный и метод, да-да-да. который считает уже не количество байт, а количество рун в этом элементе, точнее, в этой строке. Так, окей, хорошо. Давай тогда поговорим про слайсы. Вот мы их уже упоминали. Ты упоминал, что это динамический тип. Вот, можешь рассказать, вот чем он хорош в том плане, что будет, ну, точнее, как его можно расширять? Вот. Какие у нас есть возможности его расширения? А, Так, ну, слайс в Гошке представляет из себя, опять-таки, структуру. Там, по-моему, большинство типов из себя структуру представляет, в которой хранится указатель на базовый массив, хранится поле, в которой лежит длина этого слайса, и там также лежит значение capacity, которое говорит о том, какую область памяти было зарезервировано, так скажем, под расширение этого слайса, без переопределения новой памяти. Изменение этого массива делается довольно просто. Есть встроенная функция append, которая позволяет нам увеличить длину данного слайса. Причем передавать мы в append можем не только одно значение какое-то, а можем передавать сразу несколько, или даже, по-моему, можем строить отдельно массив, чтобы его сконкатенировать и объединить. Ну, не конкатенировать, а увеличить Ну, длину и из одного, да, перенести в другой. так, окей, а что будет, если мы вдруг превысили за capacity слайса? То есть Так, при добавлении элементов? Когда мы превышаем capacity, это говорит нам о том, что зарезервированная область под этот массив, она закончилась, и нам нужно взять новую область памяти, которая будет опять-таки зарезервирована под этот слайс.
Почему резервация происходит и почему это увеличение массива — это дорогая операция? Ну, тут, знаете, нужно исходить из самого типа массива. В оперативной памяти он должен храниться как подряд, занимать все ячейки, благодаря чему как раз-таки происходит быстрая итерация по нему и обращение по индексам. Поэтому, когда мы превышаем capacity, там до определенного какого-то числа этот слайс будет увеличиваться в 2 раза, потом при преодолении какого-то порога там уже идет увеличение чуть меньшего размера, потому что там каждый раз увеличивать наш слайс в 2 раза — это, знаете ли, недешевая операция. Увеличили слайс, перенесли все значения на новую область. Мгм. Ну да, все так. Вот, окей. Какая алгоритмическая сложность, вставки в конец слайса? Вставки в конец слайса. В конец слайса вставка, нужно учитывать, превышаем ли мы тем самым Ну, допустим, capacity. не превышаем, то есть мы Ну, просто тогда от единицы, так, туда вставка окей. будет довольно А, дешевая. А если мы попытаемся вставить в начало слайса, то есть если нам порядок важен? Если нам важен порядок, то тут уже, создаётся такая проблема, потому что при вставке в начало, нам нужно скопировать все элементы, которые стояли на одну ячейку вправо, и потом, так скажем, вклинить вот это вот значение. Поэтому как минимум по всем элементам этого нам надо будет пробежаться и перенести их. Это будет O от N, условно. Мгм. А если нам порядок не важен, можем ли мы как-нибудь за константу вставить начало? Если нам не важен порядок, вставить в начало, ну, мы в целом можем, что мы можем значение из первого элемента перекинуть в конец массива и вот это вот на освободившееся место вставить наше значение. Тут операция переноса вот это значение, скорее всего, вот от единицы, поэтому тоже Ну да, от да, то есть единицы. скорее так, что мы, получается, в конец вставляем и потом Да. последний с первым меняем, да. Да, всё так. Мгм. Вот, окей. Является ли слайс потокобезопасным? Потокобезопасным не является, потому что если несколько гарутин будут изменять один и тот же слайс, то мы можем получить data race. То есть когда, допустим, несколько гарутин пытаются вставить а, в одну и ту же переменную с нашим слайсом значение, то получится, что вот мы поймали data race, и что-то из значений мы можем потерять, и мы просто получим ошибку на выходе. Ну да, да. Окей. Так, давай поговорим про мапу. Вот, можешь рассказать, что это за тип данных и как он внутри устроен? Мапа представляет из себя тип данных, который позволяет нам хранить ключ значения. То есть у нас есть некоторый ключ, и по этому ключу у нас может храниться какое-то значение. Мапы устроены так, что, как они устроены? Там есть специальная функция, которая позволяет нам, ключи переводить в какое-то там, скажем, условное число, с помощью которого мы можем вставлять в какой-то список, чтобы обеспечивать быстрый, доступ к этим элементам. То есть что это значит? Это говорит о том, что каждый раз, когда мы обращаемся к какому-то ключу в мапе, мы чаще всего будем обращаться по значению O от единицы. Должен сказать, что O от единицы будет амортизирующимся, потому что, возможен момент, эвакуации данных. Также вставка в этот мапу тоже составляет констант почти амортизирующий O от единицы, опять-таки, потому что, нам нужно будет опять-таки проверять, куда мы можем вставить, поэтому тут в среднем тоже O от единицы. Мгм. Так, смотри, вот ты сказал, что при эвакуации, получается, он может расти, да? Ну вот, можешь рассказать про сам процесс, что это такое? В Гошке, все устроено так, что есть, некоторые так называемые бакеты, в которых мы уже храним наши значения. И в какой-то момент, может случиться такое, что в нашем бакете закончилось место под новые значения. А, Также стоит упомянуть, когда в Гошке считается бакет, заполненным, и не стоит туда свое значение. Это, когда, коэффициент заполненности составляет 6,5.
То есть как только мы доходим до такого порогового значения, Гошка предпринимает попытку создать новый бакет и перенести туда некоторые наши значения, для того, чтобы не случилось такого, что у нас закончилось место в этом бакете, и поэтому вот этот вот процесс, когда мы переносим значение из одного бакета в другой, называется эвакуацией. Стоит отметить также, что это не происходит моментом, то есть нам вообще важен процесс работы с мапами. Мапа подразумевает, что обращение в среднем должно быть от единицы, поэтому перенос происходит не сразу в моменте, как только предстоит нам перенести в новый бакет, а происходит с каждой операцией вставки или удаления каких-то элементов из этой мапы. Мгм. Окей. Так, можешь рассказать, вот как у нас, ну, бакеты типа устроены? То есть это что у нас? Это там какие-то, ну, вот как в памяти они располагаются? Так, бакеты представляют из себя некоторые массивы, которые позволяют нам хранить 8 элементов в одном бакете. То есть, по факту, когда Мгм. у нас бакет заполнен, это 6,5 элемента уже считается заполненный бакет. Также стоит отметить, как именно значения хранятся в этом бакете. Допустим, если рассматривать массив в длину, то у нас получается, что элементы в этом массиве не лежат, ключ значения, а лежат так, что сперва идет половина заполнена ключами, а вторая половина уже заполнена самими значениями этого бакета, точнее, с значениями этих ключей. Что там еще стоит упомянуть? Также есть способ обращения к этим бакетам, то есть там есть так называемые low-order bits, с помощью которых мы можем определять, в каких именно бакетах лежит наше значение. И, допустим, после определения, в каких именно бакетах лежит значение, мы можем уже по самому бакету попытаться быстро найти значение. Это уже происходит по так называемому high order bits, по-моему. Ну, короче говоря, там поиск идет по-моему, если не изменяет память, по логарифму какому-то значению, потому что это быстрее и занимает меньше места. Начальное значение этих бакетов, по-моему, составляет 8. Ну, тут вот я уже точно не помню. Часть Либо составляет значение, либо... бакетов в плане, когда мапу инициализируем? Да. Ну, вообще нет, там, по-моему, то ли 0, то ли вообще единичка, вот, то есть там, по-моему, 8 элементов, может. Ну, Да, короче, там 8 точно элементов. не 8 этих, Бакета, да. не 8 бакетов, да. Вот окей. Можешь рассказать, что такое коллизия, вот, и как эта штука решается у нас в мапах? Как я и сказал, значения в мапах хранятся не как само значение, условно, текст Маша. Мы не будем хранить там как сам текст Маша. Мы будем переводить этот текст в некоторое число, так называемый индекс, и по которому и будет храниться в нашем бакете. И вот эта вот функция, которая переводит наш текст условный в вот это вот значение, называется хэш-функцией. Мгм. Хэш-функция представляет из себя, опять, как я и сказал, перевод значений некоторых ключей в понятный коду индексы, по которым и хранятся ключи. По-моему, ты спрашивал про коллизии, да? Да-да-да. Коллизии. Прикол этих хэш-функций в том, что когда мы переводим какое-то значение через хэш-функцию, мы на выходе должны получать некоторый индекс. И еще должен быть такой прикол, что когда мы одну и ту же строку пропускаем через хэш-функцию, мы должны получать точно такой же индекс. То есть смысл этой хэш-функции потеряется, если у нас индексы не будут одинаковыми. И в какой-то момент может случиться такое, что, допустим, какой-то другой ключ по итогу выдал нам индекс некоторый, который уже есть в нашей базе. Вот этот вот момент называется коллизией. Так, вроде бы, что касается коллизии, это именно Так, это. да, как она решается в Go? В Ну, в мапах. Go, честно сказать, я точно не знаю, как именно она в Go решается. Там, по-моему, нет, методом цепочек, скорее всего, я предполагаю, что она решается. Или же разбиением на бакеты, скорее, да.
Скорее, тут идет разбиение на бакеты, тем самым мы в разных бакетах пытаемся хранить эти ключи, чтобы не случилось такого, что в одном бакете у нас уже есть заполненный подобный ключ, точнее, индекс. Так, ну, единственно, ну, типа они хранятся в одном бакете, собственно, из-за этого у нас ну, то есть если у нас много коллизий, то у нас сложность возрастает от n, ну, если там у нас n коллизий будет, Мгм. вот, потому что он будет в бакете не по прямому стучаться индексу, а будет проходиться по каждому элементу в бакете А, и проверять, ну, на соответственно, то есть, собственно, к этому будет следующий вопрос. Что может быть ключом в мапе? Ключом в мапе может быть любой, comparable тип, то есть, любой тип, с которым можно сравнивать, может быть, без проблем ключом в мапе. Мгм. Окей. Давай приведем примеры несравниваемых типов. Их вроде немного, вот. Вспомнишь? А, да, несравниваемые типы — это слайсы, сами мапы по сути своей, и интерфейсы тоже являются несравниваемым типом. Так, ну, Да, и единственный тут стоит также, интерфейс мы можем сравнить с другим интерфейсом, поэтому он все-таки может быть ключом. Вот. а, так, ну, тут Так, и, наверное, тогда остается, наверно, структуры, да, хотел 1, добавить? да, структуры, да, в которых как Мгм. раз таки в полях есть и мапы, и слайсы. Мгм. Окей. А вот, к примеру, у нас, допустим, функция, она может быть именно значением в мапе? И функции тоже не являются comparable типом, поэтому они не могут быть значением, и ключом в мапе. Причем, да, вот значения могут быть функции. Да, значение, которое возвращает мапа, если это опять-таки не слайс и не мапа, то тогда может быть и значение, и ключом. Так, значением. Так, еще раз. То есть если возвращаемое значение не мапа и не слайс, то он А, может быть ключом, по идее. окей. Ну, я, конечно, не пробовал, но окей, мне кажется просто, Да, что любая функция может быть значением в мапе, поэтому надо будет проверить. Надо будет проверить. Окей. Является ли мапа потокобезопасной? Нет, мапа не является потокобезопасной. Как я и говорил, обращение нескольких гарутин, там попытка записи туда может вызвать data race, а если мы попробуем читать из разных гарутин, то может случиться такое, что одна гарутина прочитала одно значение, пришла вторая гарутина, а там уже лишь другое значение. У нас уже неконсистентные данные, поэтому нет. Мгм. Что будет, если мы попытаемся конкурентно писать или читать из мап? Ну, или в мапу? Ну, как я и сказал, писать в мапу, если попробовать конкурентно, что если выйдет такое, что 2 грутины пытаются сюда дописать, то это будет data race. То есть мы пытаемся вставить, в одну область памяти 2 разных значения из разных гарутин, а чтение из мапы, не должно привести к каким-либо проблемам при, рантайме, но в то же время может случиться такое, что гарутина прочла одно значение, пришла какая-то другая гарутина, допустим, и там уже лежит какое-то другое значение. Мгм. А вот помимо того, что у нас, какие-то значения кривые лежат, есть ли что-то еще? Есть ли какие-то проблемы с мапами при конкурентной вставке или записи? Так, надо подумать. И честно, мне сейчас ничего в голову не приходит. Ну, есть такая проблема, что будет просто паника. У нас программа А, может упасть вот, с ошибкой, э, concurrent writing map, когда она так называется, вот, или там read. В общем, да, то есть мы не можем просто так, ну, типа, забить на то, что у нас там разные значения будут, вот, и писать конкурентно или читать да. из map, вот. Окей, какие есть способы сделать мапу потокобезопасной? Ну, я знаю как минимум 2. 1 — это использовать синк-маппу. Есть специальная мапа, из пакета Sync в Go, которая является потокобезопасной.
и которую мы могли бы как раз-таки использовать вместо обычной мапы, которая не является потокобезопасной. Либо же мы можем использовать мьютексы, попробовать при записи залочить наши потоки и закрыть доступ к этой мапе, вписать туда значение и опять разлочить, чтобы другие гарутины также могли поменять значение. Также есть RV-Mutex, который позволит нам блокировать исключительно на запись, но позволит нам читать оттуда конкурентно. То есть это более дешевая операция. Получится так, что при записи у нас будет лочиться полностью, а при чтении будет лочиться только в том случае, если какая-то гарутина пытается записать туда значение. Так, окей. Вот когда, ну, вот у нас есть там, получается, мапа с мьютексами и есть синк-мапа, когда лучше что использовать? Так, ну, честно говоря, в целом пока не приходилось сталкиваться с таким кейсом, но я подразумеваю, что мапа на мьютексах, она будет, наверное, менее производительная, чем синк-мапа, потому что там, насколько я знаю, все сделано на атомиках, то есть в тик процессора там используются значения, так что я думаю, синк-мапу использовать лучше тогда, когда нам важна производительность, а в остальных случаях, там, допустим, для сохранения чистоты кода мы можем использовать мапу на мьютексах. Так, когда производительность решает. Просто, ну, допустим, давай представим, что у нас много читателей и много писателей. У нас есть выбор использовать обычную мапу или же использовать sync-мапу. Ну, то есть обычную Ну мапу. да, вот Допустим. такой вот кейс, да, о нем забыл. Как раз таки тут мапа на мьютексах будет, насколько я знаю, лучше, потому что у нас есть так называемый RV-мьютекс, который позволит нам конкурентно читать оттуда, полностью не блокируя потоки наши, и будет он блокировать только в тот момент, когда мы будем записывать в эту мапу. Так, окей. Просто, ну, вот, знаешь, есть просто на рекомендацию, при каких обстоятельствах стоит юзать, получается, sync-мапу. Вот. Это когда у нас, очень много читателей и, ну, многоядерный процесс, потому что, ну, сама sync-мапа, она решает проблему кэш-контеншена, вот, и из-за этого, когда у нас там 4 плюс ядра, начинает он лучше перформить, вот. Да, Ам, по-моему, это даже в комменте к этой функции прям сказано в коде, если я не ошибаюсь. ну вот, исходники я не помню, вот, когда их точно копал, вот, но, не припомню, что там было написано, вот, ну, в общем, ладно. Окей. Кстати, такой вопрос. Что мы достаем и что мы храним в мапе? То есть, ну, в синк-мапе, то есть, что там хранится, какие типы данных? Блин, сейчас надо вспомнить. По-моему, там по-моему, там тип интерфейс, если я не Ну да, ошибаюсь. да, да, там интерфейс, вот, поэтому еще один момент, что там нужно постоянно их кастить, поэтому могут Да, это возникнуть с этим усложняет код. проблемы, нужно быть с этим осторожным. Вот, окей. Ты упомянул, получается, мьютексы, ты упомянул атомики. Какие еще есть примитивы синхронизации? Так, примитивы синхронизации еще есть из того же пакета sync есть так называемая wait-группа. Wait-группа Мгм. позволяет нам синхронизировать наши гарутины, которые запускаются. У него, по-моему, там всего 3 метода есть. Это wget, который добавляет как раз-таки одну гарутину, так скажем, слежка за ней. Есть wget-done, который говорит о том, что работа этой гарутины закончена. И есть метод также wget-wait, который позволяет нам дождаться, пока все гарутины не завершат свою работу. Также есть, я не знаю, из какого пакета, по-моему, тоже sync, error void группа, которая позволяет нам, ну, короче, Ну, там RV-группа, практически, наверно. да, то же самое void группа. И еще есть каналы, да. Вот каналы, мощный инструмент в Go, который позволяет нам как раз-таки использовать примитивы синхронизации, там, допустим, небуферизированным каналом выполнять какие-либо действия.
Там, короче, каналы есть еще. Окей. Так, давай начнем с атомиков. Вот, можешь рассказать, что это такое и как их вообще использовать? Атомики представляют из себя такие атомарные операции, которые выполняются в, так скажем, тик или в такт процессора. Поэтому они являются производительно намного, по-моему, они дают нам максимальную производительность, потому что нам ничего лочить по факту не надо, они просто выполняются с тиком нашего процессора. Их используют, когда их обычно используют? А, Обычно, я думаю, их используют опять-таки ради производительности, потому что, в коде они тоже не всегда появляются, так скажем, по крайней мере, с тем, что я сталкивался. Ну, М, как счетчики их можно использовать, в принципе. да. Там у нас, к примеру, в некоторых проектах использовались, когда мы там всякие рейт-лимиты ставили. Вот, в принципе, интересный подход. Ну вот. Так, про Mutex тогда давай. Мьютексы представляют из себя некоторые примитив синхронизации. В Go они построены как раз-таки над этими как их там, над этими, а, я забыл это слово. Над атомиками, да. Мгм. Примитивы синхронизации, как я и сказал, приколы в том, что они позволяют нам полностью лочить поток при каких-либо действиях, и попутно дает нам возможность разлочить этот поток, когда мы уже завершили действие над какими-то там переменными или доступу к памяти. Так, вот давай подумаем. Вот у нас есть Mutex, что он блокирует, получается? Он там какой-то участок памяти блокирует или переменную блокирует? Вот что он блокирует? Так, Философский вопрос. ну тут да, это хороший философский вопрос на самом-то деле. Насколько я помню, ну, точно, оно используется, когда там мы работаем с переменными, чтобы безопасно получить доступ к этой Мгм. переменным. Так что я подозреваю, что мы там блокируем какую-то определенную, а, либо область памяти, либо мы полностью блокируем поток вот одной из двух. Вот почему-то я не сильно уверен в ответе из этих двух. Ну, вот, просмотри, мы же можем написать, типа там mutex, там, ну, допустим, переменную назвали mt, там mt.log и сразу следующей строкой mt.unlock. То есть что мы в данном случае тогда заблокировали? Если, ну, в промежутке между этими, Ну, тут, двумя да. вызовами ничего не делали. Ну, скорее всего, был блокировка потока, я Ну, подозреваю. в целом можно так сказать, ну, как бы, так сказать, философски он блокирует сам себя. И сам себя блокирует, то есть, чтобы ну, то есть у тебя же идет выполнение кода вот так поочередно, да, сверху вниз, и когда у тебя одна горутина заходит на этот mutex, она смотрит, mutex заблокирован, не заблокирован. Если не заблокирован, то идет забирать, ну, то есть проваливается дальше. Если заблокирован, то он зависает. Вот Да, поэтому как дожидается. бы получается mutex, он по факту блокирует сам себя. Вот. Так, давай тогда так, await группы ты, по-моему, рассказывал, да? Что-то Мгм. как они работают. Вот, тогда давай про каналы вот перейдем. Можешь рассказать, как они устроены в Go? Каналы тоже представляют собой примитив синхронизации. Попутно они также предоставляют нам отличные возможности общения между гарутинами, потокобезопасно, причем стоит отметить. И с помощью каналов мы можем создавать примитивы синхронизации, можем обмениваться данными между гарутинами. Так что, насколько я знаю, каналы изначально были созданы для того, чтобы гарутины могли без проблем передавать данные между собой. Поэтому каналы представляют из себя тип. Каналы представляют из себя... Так, секунду. Так, извиняюсь, отвлекли. Каналы представляют из себя примитив синхронизации. Изначально они были, как я и сказал, добавлены, чтобы обмениваться информацией между гарутинами.
между потоками даже, так скажем, потому что гарутин часто бывает между потоками. М. Да, Ну ладно, между потоками это было лишнее. между гарутинами, да. Да, между гарутинами. Потому что, как бы у нас на одном потоке может быть несколько гарутин, в принципе, как бы, да, нам не запрещают, вот. Так, про каналы, вот там есть, что внутри, вот, то есть там, как там проходит процесс, как там значения, куда они кладутся, если у нас там буферизированный канал, что происходит внутри. Ну, каналы представляют из себя там довольно большую структуру. Я не помню, как она там называется. Короче говоря, там много есть значений. Главное, что стоит отметить, там есть mutex как раз-таки, который позволяет нам блокировать его, что дает нам потокобезопасность. Там есть специальная очередь, в которой мы храним наши значения, так называемый буфер. Буфер представляет из себя цикличную очередь, то есть там значение от нуля, допустим, там размер 4 у нас, от 0 до 4, и когда мы заполним полностью, возвращается указатель на начало этого буфера. Так, тут сразу же стоит отметить, что мы как раз-таки заговорили. Есть указатель на область на указатель на ячейку в этом буфере, куда мы будем класть значение. Есть указатель, откуда мы будем брать значение. Также там есть, что там еще есть, так. Там еще есть, насколько я знаю, отдельный буфер, в котором мы храним значения, список гарутин, которые там залоченные стоят, и также там есть поле isClosed, по-моему, называется, в котором мы проверяем, закрыт наш канал или не закрыт. Мгм. Да, очереди на чтение, на запись, и так далее, вот. Так, вот ты циклическую очередь упоминал. В принципе, да. Такая очередь есть. Получается, он обнуляется, счетчик. И вот что бывает, когда у нас, допустим, вот мы в буфер положили, 5 значений пришел, там читатель начинает их считывать, вот, и там, то есть он записал буфер, допустим, у нас буфер из 4 значений, он все 4 записал, и пошел записывать 5-ю и заблокировался. Вот. Что произойдет, когда придет читатель и вычитает все значения? То есть на моменте, когда он вычитает все 4, как он будет вычитывать 5-е значение? Положится ли 5-е значение в этот буфер? Так, да, это хороший вопрос. Тут стоит отметить, что в очереди у нас используется метод FIFO. Да, FIFO, когда мы первый пришел, первый ушел. Поэтому, когда 5-й элемент мы захотим положить в эту очередь, а 4 уже вычтено, это 5-е значение в любом случае упадет в буфер, оно не упадет там в стек следующей гарутины, которая пришла как раз-таки за этим значением, а опять-таки упадет в этот буфер, где мы храним эти значения. Так, ты так уверенно сказал, потому что, по-моему, я как раз-таки помню, что это такая оптимизация, что он как раз из стека в стек передает, вот, чтобы раз его типа в буфер не класть, вот. У меня, по Такая крайней мере, оптимизация была. есть оптимизация такая когда нету буфера, есть там такая оптимизация. Так, Стоит отметить, что когда да, не буферизировано, нету, это не то, что оптимизация, это как бы просто это реализация, вот, то, что да, он из стека в стек кладет, один вот. стек другой кладет, да. Просто я к тому, что у нас же в этих очередях гарутин есть там, получается, хотя это, наверное, к небуферизированным тоже относится, то есть я про то, что там эти, как его, поля, там судаджи, А, гарутины, короче, вот там, и их разом а, дает. Как будто бы, когда он заполнил, получается, то есть он там заполнил весь буфер и пытается еще раз записать, то он, получается, попадает в эту очередь, и гарутина, которая приходит, она считывает сначала с буфера, потом идет в эту очередь, и тогда сразу из стека достает. Вот. да, вот вспомнил, о чем ты говоришь. Мгм. Да, там есть такой момент. Есть структура sudoG, где мы храним указатель на заблокированную гарутину нашу и храним Мгм. также значение,
которое было у этой гарутинки. И как раз-таки тут, чтобы лишний раз, чтобы тут не вызывать mutex, который мы залочим, чтобы получить это значение, там сделали оптимизацию и получают сразу же значение из этого буфера. Причем стоит отметить также, что гарутина, которая пришла за этим значением, также разбудит гарутину спящую. Это тоже своего рода оптимизация здесь. Да, Поэтому, да, есть тут такой момент. да, окей. Так, давай поговорим про аксиомы канала. Вот у нас есть там на каналах аксиомы. Первый, к примеру, что будет, если мы пытаемся записать закрытый канал? Запись в закрытый канал даст там панику. Да. Чтение из закрытого канала. Чтение из закрытого канала нам панику не даст. Мы получим просто дефолтное значение из этого канала. Также стоит упомянуть, что мы также можем проверить, закрыт ли канал, потому что нам сразу возвращается второе значение булевое, которое свидетельствует нам о том, закрыт канал или не закрыт. Ну да, да, окей. Что будет, если писать в неинициализированный канал? У нас гарутина заблокируется навсегда. То есть, когда мы пытаемся записать в неинициализированный канал, у нас получается навсегда блокируется этот канал навсегда, и мы получаем панику на выходе, типа короче, записи в неинициализированный канал. Там, типа, такого была ошибка. Паника как раз. Так, вообще, по-моему, это же дедлок, то есть именно запись и чтение, то есть мы блокируемся, да, но это дедлок, но дедлок у нас, если не ошибаюсь, это больше фатал, чем паника, вот. Единственное, вот такой нюанс. Что будет, Мгм. если закрыть неинициализированный канал? Подозреваю, что тут тоже мы получим панику, наверное, скорее всего, Вот, получим, потому да, что вот там тут нету уже паники. паника, да. И что будет, если закрыть закрытый канал? Дважды закрыть канал тоже паника. Там, по-моему, ошибка closed channel, поэтому тут тоже, да, Ну да, паника. да, да, все так. Вот, окей. Можешь рассказать про оператор Select, зачем он нужен? Оператор select обычно используется в контексте, в том контексте, когда мы имеем несколько так называемых сигналов, допустим, условных. Допустим, мы пытаемся читать из нескольких каналов, мы указываем их в селекте, и мы можем отслеживать момент, в какой именно момент в канал некоторые упали данные. А почему именно Select для этого используется? Потому что он является неблокируемым. То есть, опять-таки, если у нас в какой-то канал пришло значение, у нас не получится такого, что у нас весь вывод, все выполнение заблокировалось, а он также будет отлавливать сигналы из других каналов, и что позволит нам оперировать этими значениями. Мгм. Ну да. Ну вот. И что будет, если у нас два канала одновременно придут значения? Он в каком-то порядке их прочитает, ну, точнее, не прочитает, а выполнит кейс, или как он делает? Это тоже популярный вопрос, я уже не помню. По-моему, там был момент, либо который первый пришел, будет выполнен. Так что там, по-моему, скорее, который пришел первым, тот и будет выполнен. Ну, тут больше речь про то, что они вот прям одновременно пришли. Вот, поэтому, ну, в общем, ладно, они просто в А, рандомном да, порядке да, да. выполнятся, вот, и все. Так, Ну, окей. имеется в виду, я имел в виду первым в этом объявлении, да. Ну, я Типа в понял, селекте, да-да-да. да. Ну, а так он в рандомном, да, Да, порядке. То есть рандомно. там от объявлений не зависит, чтобы, ну, как бы разработчики не закладывались на это. Вот, давай тогда поговорим про интерфейсы. Вот, зачем они вообще нужны в Go и как они внутри устроены? Так, интерфейсы. Интерфейс представляет из себя некоторый контракт, который свидетельствует нам о том, что какой-то там метод удовлетворяет как раз-таки вот этому контракту, и он является тем самым, за кого себя принимает, так скажем, условно. Интерфейсы в Go устроены как структура, они представляют из себя указатель на таблицу, в которой хранятся данные по типу, который хранится в этом интерфейсе, и
по-моему, там unsafe pointer на саму память, в которой мы храним как раз-таки значения для этого типа данных. Мгм. Ну, окей, ну да, да. И такой вот вопросик, как лучше объявлять и интерфейс вместе реализации или вместе использования? Так, ну, тут я не вспомню именно аргументации, почему нужно делать именно так, да, но именно хорошей практикой в Go является то, что интерфейс объявляется в месте использования. Там, если мы условно в репозитории объявили некоторые методы, и мы будем использовать этот интерфейс, мы уже на уровне сервиса определяем этот интерфейс и указываем, что нам нужно что-то, что удовлетворяет как раз-таки вот этому интерфейсу. Мгм. Окей. Так, давай поговорим про garbage collector. Вот, что ты можешь про него рассказать? Garbage коллектор представляет из себя некоторую, так скажем, ну, короче говоря, это, помощник программиста, который позволяет нам не задумываться о том, очистили мы какую-то память под переменную, которую мы заняли, или нет. А, Поэтому garbage коллектор представляет из себя сборщик мусора на русском, если говорить, и позволяет нам очищать память, когда у нас в коде уже завалялось много переменных, которые уже как бы и не нужны, но все равно занимают лишнюю память. Мгм. А, Про алгоритм можешь рассказать, какой используется? так, алгоритм, который там используется, это трехцветный алгоритм там используется, когда мы закрашиваем переменные, которые у нас есть в коде, тремя цветами. Это черный, серый и белый. Там логика работы такая, что корневые переменные, от которых создается что-то там еще, помечаются черным цветом, посредники от этих корневых переменных, они помечаются серым цветом, и есть еще белый цвет, таким помечаются некоторые переменные, которые в коде нам больше не нужны, и как раз-таки будет очищено сборщиком мусора все, что помечено белым цветом. Мгм. Вот стэк, ну, то есть у нас есть там heap, стэк, вот, что очищает garbage collector? Как раз таки garbage коллектор очищает хип, потому что стэк по факту там чистить-то и не надо. Он представляет из себя фиксированный размер, и стэк очищается так, что он просто передвигает свой указатель на начало и просто перезаписывает значение. А хип как раз таки нужно очищать, поэтому garbage коллектор занимается именно очисткой хипа. Мгм. Вот. Тогда вот, ну, вот этой модели, он вообще там ну, то есть как garbage collector там типа не чистит, он, ну, даже не так, вопрос переформулирую. М, Что garbage collector, получается, не чистит? То есть он помечает что-то серым. Ну, кроме стека, что еще garbage collector не чистит? Ну, Так, из того, что хороший первым в голову вопрос. придет. Виртуальную память. Ну, там, да, Ну, есть такой момент с виртуальной памятью. Так, что еще тут может быть? М, вот просто глобальные перемены, к примеру, вот. да, Почему обычно, ну, плохой паттерн много глобальных переменных объявлять? Потому что, ну, как бы они помечаются сразу, как и стек серым цветом, и черный. не просто, ну, серым, по-моему. Ну, в общем, короче, garbage коллектором они не чистятся, вот. Так, окей. У нас есть еще переменные окружения, которые помогают нам управлять, garbage коллектором. Вот, можешь их назвать? Ну, в Go, так скажем, скудный функционал настройки garbage коллектора. Там, по-моему, всего одна переменная есть. GC она называется, в которой мы можем как раз-таки переопределить в какой именно момент должен вызываться garbage коллектор. По умолчанию там стоит значение 2. Это говорит нам о том, что как только хип будет заполнен в 2 раза от изначального значения, то в этот момент уже будет вызываться garbage коллектор. Так, единственное, там перцентаж указывается, то есть, Да-да-да-да, 100% 100%. это в 2 раза, да. 2 раза, да. Вот. И на самом деле еще одна переменная есть, там называется go_mem_limit, которая нам позволяет устанавливать ну,
устанавливать лимит по памяти, когда будет отрабатывать garbage collector. Ну, то есть насколько, ну, вот если 100% в 2 раза от этой памяти, если увеличится там в программе, то он отработает. И, ну, такой Да-да-да-да. способ, он хорош, когда мы имеем ограниченный, допустим, какой-нибудь докер-контейнер, у которого ограниченная там память, чтобы он просто по ООМ не падал, мы, в принципе, можем их устанавливать. Вот. Окей. Давай поговорим про шедулер, там про GMP-модель, как шедулер внутри работает, как он реализован. Вот. Можешь сказать? Так, шедулер представляет из себя тоже практически копию какую-то планировщика из операционной системы, потому что мы тут тоже оперируем потоками. Они помечаются буквами, причем они, насколько я знаю, имеют именно отношение к потоку машины. Также есть так называемый P-процессор, не имеет никакого отношения к процессору нашей хост-машины. И есть так называемый G, им уже помечаются как раз-таки наши гарутинки, которыми оперирует наш шедулер. Шедулер нужен для того, чтобы управлять всеми нашими гарутинами, делать видимость того, что наши гарутины просто так не простаивают, так скажем. Ну, вроде в основном это вот это вот. Мгм. А вот как он, ну, конкретно реализован? То есть там какие-то очереди есть, как вот это происходит? Так, в шедулере, есть, как минимум 2 очереди. Это локальная очередь и глобальная очередь. Локальная очередь привязывается к нашему некоторому процессору или потоку. Вот тут вот точно я не вспомню. И в этой локальной очереди как раз-таки хранятся гарутины, которые привязаны к некоторому нашему, процессору, процессор привязывается к некоторому потоку, из которой как раз-таки наши гарутины выполняются. Так, и есть также глобальная очередь, представляет из себя, не гарутины, которые, еще не имеют определенного, процессора или потока и дожидаются того момента, когда их кто-нибудь, уже наконец возьмет в работу. Мгм. Так, что будет, вот, допустим, у одного, ну, такой связки, так сказать, процессора потока нету гарутин. Вот чё происходит? Что он делает? Так, когда у него нету гарутин, так, во-первых, нужно сказать, что каждый 61 такт, он будет проверять глобальную очередь. Будет Мгм. смотреть, есть ли у нас там гарутины. Если их там не нашлось, он будет идти в локальную очередь, смотреть, есть ли у него там гарутины, которые находятся в состоянии runnable. Runnable состояние — это гарутины, которые не выполняют какое-то ожидание, они уже готовы к действию, но еще не приступили к нему. То есть runnable состояние, если он их там не найдет, он будет дальше пробовать забрать какую-то работу у соседних потоков. Не помню, как она называется на английском, ну, система кражи, там прикол в том, Worker что он система. половину гарутин заберет у соседнего потока, чтобы их выполнить. Потом, если их там не нашлось, то, по-моему, именно в этот момент он уже идет в глобальную очередь. Насколько я знаю, да. То есть получается, что он будет дважды туда идти в какие-то моменты. И если там опять-таки не нашлось в глобальной очереди, опять гарантии не нашлось, то он включает режим активного поиска. Он вроде бы уже будет глобально пытаться забрать работу у соседних потоков. Если же опять у него не получилось что-нибудь найти, то он просто уходит из режима поиска, и просто ожидает, когда освободятся какие-либо гарутины, которые он сможет забрать себе в работу. Так, окей. Так, вот у нас какие переменные позволяют нам как-то управлять, шедулером? Есть что-то такое? Так, управлять шедулером. Там есть, команда, по-моему, runtime GC она называется. Нет, это к garbage collector относится, не то.
Шедуль, по-моему, она там называется. Это метод типа такого, там что-то было, который нам позволяет переключить как раз-таки эту гарутину с одного, переключить активную гарутину с одной на другую. Шедуль, что-то в этом роде там было. Runtime GoShed, Runtime шедуль. Да, GoShed, да. что-то такое. Да, ну это получается функция, а именно, ну метод, да, а именно переменные, может, там переменное окружение, переменные, которые можно задать. Ну, допустим, runtime GoMaxProc есть, Ну да, который да. позволяет нам ограничить количество ядер, которые мы будем занимать на компьютере, на хост-машине. А что будет, вот мы, вот, допустим, вот у нас есть гарутина main, мы запускаем бесконечный, ну, ставим GoMaxProc 1, запускаем бесконечный цикл, что произойдет? Он зависнет, не GoMaxProc 1, да, вот, выставляем один процессор, вот, что произойдет тогда? Зависим ли мы? Так, если речь идет, что мы будем запускать цикл гарутин каких-то, то есть не Не-не, блочится нам по коду. просто вот А. func main, GoMaxProc 1, for и погнали. Там он не блокируется. По-моему, в какой-то версии было такое, что там он уже не выполнял дальше код, а, по-моему, с какой-то там версии это уже поменялось, и теперь он не будет лочиться и дальше будет выполнять код. Ну, короче, тут прикол в том, что код будет выполняться конкурентно, насколько я знаю. Поэтому Ну, не залочится. Или не в вот, этом был вопрос? ну, типа, короче, не, я больше про то, что вот GoMaxProc 1, это не значит, что мы там один поток ставим, потоков там как бы все Да, равно именно одно несколько, ядро. вот, именно ядро, да. Ну, вот, окей. Так, смотри, по теории мы в целом прошлись. Давай я тебе сейчас скину ссылку на редактор кода, вот. Можешь туда зайти и пришлю задачки. Так, Так, сейчас чуть-чуть формат поехал. Так, единственное, наверное, надо будет кому-то из нас пошарить экран, потому что, я думаю, зрители не видят. Вот. Так, давай я тогда пошарю. Мгм. Так, видно экран? Так, ну, наверное, лучше поближе попробуй сделать, потому что, я думаю... Так, а через Ctrl колесики можно сделать? Вот. Да. Вот, собственно, нужно сказать, ну, что будет там вот при первом принте и при втором. Так, что у нас будет? Так, mutate перемена представляет из себя функцию, которая будет выполняться. Так, принимает аргумент массив интов. Мы изменяем первый элемент, добавляем в него еще один элемент, выводим его. Так, и тут как раз-таки мы ее вызываем. Я не знаю, это была ошибка или не. Нет, все. Так. Итак, у нас происходит вызов этой функции mutate на этом месте. Мы передаем в нее переменную которая является слайсом со значения от 1 до 4. Приходим сюда, изменяем значение первого элемента, добавляем туда
новое значение. Получится у нас уже тут значение будет 1, 2, 3, 4, 5. Да. Ну, единственное, тут единичка. Ой, да, то есть 0. Как раз таки первый элемент мы изменили, Ну, добавили я про новый элемент в пятерку, конец. наверное, больше. У Сорян. нас, да. 5,1. Так, ну и как раз таки точно такой же вывод у нас получается и тут. Так, и тут еще есть такой момент, что мы получим в итоге вот здесь вот. По итогу мы должны получить что-то в 1, 2, 3, 4. Итак, что тут у нас произошло? Когда мы вызвали функцию mutate, у нас получилось так, что мы изменили первый элемент этого слайса, а все мы знаем, что слайс хранит указатель на массив. Как раз таки тут, конечно, мы передали по значению, но указатель он один и тот же, что тут, что здесь. Мгм. Поэтому у нас изменился первый элемент в main функции и также изменился в этой функции. Дальше. Дальше у нас добавился новый элемент. Тут он уже добавляется в конец. Как мы видим, получили значение 0, 2, 3, 4, 5, единицу. И как раз-таки тут мы уже переопределили новую область памяти. Как раз-таки для слайса А. И получается у нас теперь вот тут вот существует копия изначального слайса А. И мало того, поменялась еще и его ссылка на изначальный массив. Поэтому тут мы получим 0 сначала, потому что мы изменили значение, и дальше уже массив мы не получим, измененный в функции main. Мгм. Да, единственное, ты там пятерку лишнюю написал, потому что мы же там 1, 2, 3, 4, и appendим единичку, да. Вот. Да, немного не выспался получилось. Так, окей. Так, следующая задачка. Собственно, что будет тут, что будет тут. Так, вот каверзные вопросы. Я постоянно забываю, как именно она изменяется. Так, по идее, вот в этом моменте мы должны получить переменную b, которая будет хранить длину 1 и будет хранить оставшиеся capacity тоже. У него будет 1, 1. Тогда мы, получается, попытаемся в переменную b записать значение tt. Переменную tt, это получается нулевой элемент. У нас получается вывод будет tt, te, по идее, должно быть. И тут вот у нас получается att. Так, Так. ну я тут как раз-таки не уверен, потому что вот это вот append, скорее всего, уже переопределил новый указатель на базовый массив, поэтому подозреваю, что тут, скорее всего, так и останется значение b. Так, вот давай вот насчет 7 строки давай чуть подробнее поговорим, что вот происходит вот тут. Так, у нас изначально был слайс C, и в переменную b мы копируем какой-то кусочек от нашего изначального слайса. То есть по факту мы создали слайс b, который будет хранить значение от первого элемента до второго. Получается, второй не включительно. Получается, у нас там лежит значение b. Он, скорее всего, там имеет длину 1, и capacity у него тоже... кстати, подожди, один элемент, да. Да, у него capacity, у него, получается, будет уже, скорее всего, 2. Как раз таки тут уже будет tt. Так, с какого, по какой элемент он возьмет? Вот, у меня вот Он возьмет с первого по второй элемент не включительно. так, с первого не включительно, да? Нет, с первого включительно, а со второго не Ну, включительно. первый, ну, то есть
Если бы написали вот так, что было бы? Ну, получили бы А, Б. По итогу мы должны были получить Так, вот а эту если вот. написали вот так? По идее, мы получаем первый элемент, и все получается просто переменная b. Ой, значение b. Да, вот, значение b получаем. Просто тут, Да. видишь, написал А, А, и вот тут b. получается он, ну, вот тут будет так, Мгм. вот, а тут будет вот так, да. Ну, единственное, тут capacity, по-моему, 3. Тройка. Да, то есть он берет с первого, ну, точнее, со второго, ну, типа с первого индекса и остальные, то есть короче, capacity 3 будет. Вот. Окей, окей. Так, давай еще дачку. Вот. Что выведет? Так, что он нам выведет? У нас Можешь вот так в комментах слайд, да. написать. Мгм. Так, ну тут у нас получается добавляется значение единица, тут у нас получается уже будет единица 2, тут у нас будет единичка, двойка, тройка. А тут у нас интересный момент с тем, что также нужно следить за размерностью capacity, потому что тоже будет влиять. Тут у нас получается capacity уже должно быть двойкой, тут он тоже останется 2. В этот момент он уже должен увеличиваться до 4. Ой, до 4. Так, тут у нас получается уже в переменной бар будет лежать значение 1, 2, 3, 4. Так, и по идее у нас также должна измениться переменная foo, потому что она не... Блин, тут уже, да, хороший вопрос. Да, переменная foo у нас, скорее всего, останется со значением 1, 2, 3. Так, и тут у нас уже получается 1, 2, 3, 5. Тут, если что, мы же пишем про foo, поэтому я так вот исправлю. Итак, у нас получается, что переменная foo в данном контексте у нас равно 1, 2, 3, 5. А переменная bar у нас должна быть равна 1, 2, 3, 4. Так, тут ты имел в виду переменную foo, да? Да. Окей. Так, смотри. Вот на данном, давай поговорим про структуру слайса. У нас есть там pointer, да, есть там len, есть cap. Вот. Вот на данной итерации, допустим, давай рассмотрим два слайса. Получается len, cap. Ну, допустим, первый это у нас foo, второй у нас bar. Вот, ну, тут бара еще нету, ну, давай foo рассмотрим. То есть, ну, допустим, какой-нибудь указатель 0,1, там len у него получается 3, cap 4, да? Угу. Вот, происходит такая вот магия. Что происходит вот тут? Меняется ли у него указатель? Ну, foo. Блин. Так, тут не меняется, потому что мы просто добавили четвертый элемент, но не превысили capacity, он только равен 4. То Мгм. есть мы добавили len, и он равен capacity. По превышению у нас уже тут не будет. Да, окей. А у бара получается, ну, ссылка типа такая же будет. Чему будет... единственное, сейчас, стой. Смотри, фу мы, получается, фу мы изменили, но мы не переприсвоили к фу, поэтому у нас тут Да. лен все-таки останется 3, потому что мы как бы Мгм, мгм, структуру, которую уже мгм. апдейтнули, мы уже вернули ее в бар. Вот. А теперь что мы делаем? Мы берем структуру foo, у которой len 3, и аппендим к нему 5.
Да, Когда вот он, да, вот тут получается. он поменяет, вот, и там есть нюанс, то, что у них-то ссылка на Да, одна и та же. базовый массив остался одним и тем же, да, поэтому тут, да, вот Да, пятерка будет. 5. Окей. Мгм. Да, Так, вот эта тема слайса — это самая больная ну, тема, тут, по-моему, в ну, Go. это еще не такие страшные задачки, там есть похуже. А, Э, так, собственно, давай порешаем задачку еще. Вот, тут уже нужно побольше кода написать. Вот, у нас есть, ну, какие-то урлы. Вот, нужно параллельно запросить данные. Если где-то произошла ошибка, то ее вернуть. Вот. И, ну, в иных случаях, ну, возвращаем nil. Вот, ну, давай первый вариант разберем. То есть, ну, Так, он параллельно читает из этих данных, ой, точнее, из этих ссылок, смотрит, ответ. Если где-то ошибка, то ошибка, если нет, то тут nil. мгм. Тут сразу функцию main нам изменять не надо будет, да? Функцию main мы не меняем, да, вот тут, вот только Мгм. download меняем. Так, так, нам нужно, отправить get-запросы, получается, по всем этим ссылкам, причем сделать это параллельно. Так, сразу же, ну, нам приходит, примитив некоторые синхронизации, sync wait группа. Теперь, нам, получается, каждый раз нужно будет запускать новую гарутину. Мы будем, запускать цикл. Так, запускать цикл нам важно значение из переменной URLs. Так, запускаем цикл. Внутри цикла у нас уже будет запуск наших, гарутинок. А, параллельно. Так, дальше. Так, сразу же, версия 1.22 рассматриваем, да? Да, я Хотя, рассматривал не-не-не, пораньше, да, потому тут что я не тут, думаю, что все перешли на м. 22-ю. Вот, куча проектов написано до этой версии. Так, давай URL string. Передадимся на U. Так, у нас получается некоторая путаница, поэтому я это лучше переименую. UString. Туда будет URL. Так, теперь, надо вспомнить, resp error, по-моему, он еще попутно возвращает из Ну, пакета я там, HTTP. если что, Есть функция подскажу, но get. Ага. Так, передаем значение U. Так, и получается, если у нас тут получилась некоторая ошибка, то мы как раз таки возвращаем эту ошибку Мгм. и в какой-то степени обламываемся. Так, ошибку-то он вернет, но куда он ее вернет? Потому что мы, скорее всего, потеряем, вот эту вот ошибку отсюда. Так, как нам решать эту проблему? Так, ну, мне сейчас в голову сразу же приходят каналы. Типа мы будем в канал записывать, значение, точнее итог, нашего запроса к этим ссылкам, и будем в конце вычитывать, из этого канала значения, точнее наши, так сказать, попытки, запроса по данным доменам. Ну да, это Поэтому топ. создаю канал channel. Тут сразу же возникает мысль, стоит ли нам делать его буферизированным. Так, давай мы будем хранить там строки, channel string. Давай пока оставим не буферизированным. Итак, теперь что нам нужно будет тут, делать? Итак, при возникновении ошибки мы будем записывать в наш канал. В наш канал мы будем записывать, fmt sprintf, там условно ошибка запроса на и, допустим, передадим сюда наш u. Так, и будем вырубать нашу карутину, потому что нам дальше уже тут ловить нечего. Дальше сразу же нужно ли нам рассматривать кейс, со статус-кодом, который нам вернулся с этого, Ну, так скажем, запроса, или неважно?
Вообще надо, потому что Так, давай тогда может быть resp. ошибочный статус-код. Вот. Так, допустим, мы рассчитываем, что мы получим 200, сравниваем resp статус-код с статус-кодом 200, будем использовать переменную, в которой хранится как раз-таки это значение. Так, и тут то же самое мы будем записывать ошибка с- статус запроса на... Так, и тут, естественно, нас ждет return. Так, и так как мы, точнее, я предполагал изначально, что в этот канал мы будем писать просто все наши результаты, мы будем также записывать в этот каналчик, если не возникло каких-то ошибок, там запрос, я не знаю, что туда можно здесь выводить, запрос на успешный, допустим. Так, дальше, что у нас теперь получилось? Так, мы запустили, создали wait-группу. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы следить за этими гарутинами, потому что мы сейчас просто потеряем при данном подходе. Мы можем использовать VG-add, либо же, точнее, VG-add единицей, типа создавать на каждой итерации новый, либо же мы могли тут сразу же создать несколько. Но мне кажется, вот такой вот подход более чистым, потому что Ну, сразу VG, понятно, да, что через происходит. единичку более безопасный. Мгм. Так, defer VG-done мы будем использовать. Почему? Сразу же стоит упомянуть defer тут. Потому что, допустим, если бы я дописал VG-done где-то в конце, то при возникновении вот этого и вот этого блоков наша wait-группа просто не получила бы сигнал о том, что гарутина завершила работу, поэтому нам нужно использовать defer VG-done, который мы инициализируем сразу же. И при выходе из функции он будет выполнен в любом случае, там, если не получили вызов OS-exit. Дальше, теперь нам нужно вычитывать из этого канала, как раз-таки с помощью for это можно сделать. То и давай, не знаю, res получим, range ч. Так, и будем просто fmt print ln res. Так, дальше сразу же я забыл о том, что нам нужно дожидаться выполнения этих гарутин. И тут сейчас может быть у нас такой контекст, что мы сперва там можем дождаться, пока они все завершатся, и потом начать их выводить, но особого смысла тогда нам пилить вот это вот в асинхронии не было. Поэтому мы создадим новую гарутину, в которой мы уже будем дожидаться выполнения наших гарутин. И сразу же нам нужно закрыть этот канал обязательно, потому что мы получим deadlock. Упс. Вот так вот. Да, и закрыть. Так, и вроде бы все. Теперь у нас получается такой интерфейс с ошибкой не совсем правильный. Он в любом случае должен был быть такой, да? Ну, в плане ты имеешь в виду возврат ошибки? Да, типа возвращать он должен был ошибку, потому что сейчас в Ну, данном нашем подходе не ну возвращает. да, он должен возвращать. Тогда мы сделаем error, будем в этот канал записывать. Я сейчас не будем сильно заморачиваться, я думаю, с этим error. А мы же RF. могли вот здесь сделать. Ой. Так. Мгм, да, так тоже Ну, могли как сделать. сделать? Ну, Единственное, мы потеряли бы... Ага, да, вот это вот другой подход. Просто мы что тогда ты имеешь не в виду то, что мы вот эти не учли именно отсюда ошибку мы как есть не вернули, тут просто обернули, потеряли ты имеешь в виду трейс этой саму ошибки. ошибку? Да, ну, саму ошибку. По-хорошему, вообще канал из ошибок, да, вот такая реализация более правильная. Которая
который я Ну, через придерживаюсь. ошибку, да, через канал ошибок Мгм. нужно тогда ошибку прокидывать и так, ну, И мне по кажется, итогу всё-таки можно, вот так сделать, к примеру. Ну, или тут так. То есть, чтобы именно ошибка была. Мгм, мгм. Ну, это Так, не так критично. Вот. так, ну и, это понятно. Единственное, у нас тут еще получается момент, что там при возникновении ошибки мы полностью выходим из этой функции. Так, ну Полностью да. будем уходить из этой функции. У нас получается, что там условно запустились несколько гарутин, Мгм. функция завершилась, и они там остались висеть в нашей памяти. А, Так, а почему гарутины? нет, все, тут все. Ну, даже, ну, не это, а в целом. Короче, во-первых, тут close channel должно быть. Да, channel. Мгм. Ну, и ты имел в виду тут, да, error F. Мгм. Ну тут Хотя не тут error у F. нас нету Вообще ошибки, да, успешный нам не надо возвращать, нам Мгм. ну, если у нас что-то не получилось, да. И есть момент, что мы тут так, ну, в принципе, если не равно статус ок, то это ошибка. Ну да, все верно. Да, в идеале, конечно, тут вычитывать текст из этой ошибки, если он нам там интересен. Ответ имеется в виду, вот, который нам Мгм. вернул. Так, ну, тут единственный return зал тогда. А что будет, вот, допустим, у нас очень много урлов, тогда как мы решаем этот вопрос? Мы же не можем миллион гарутин создать. Так, ну тут, нам там помощь приходит, я не помню, как этот паттern называется, пул, по-моему, он называется, Worker типа, pool, да. да, pull worker. Мы Можешь мне написать, как он работает? описать, Ну ну, короче да. говоря, у нас, допустим, есть условно новый канал, в который мы будет буферизированный канал, которому мы сразу зададим некоторую длину. Условно, если мы хотим ограничить количество активно работающих гарутин на 5, то мы создаем новый канал. Иметь он там будет как значение пустую структуру, потому что не занимает память. И буфер у него будет 5. И получится так, что каждый раз, когда мы запускаем новую гарутину, мы будем записывать в этот канал значения. Каждый раз, когда мы завершаем работу, будем вычитывать из этого канала. И у нас получится такое, что когда у нас полностью будет заполнен данный канал, у нас будет лочиться, потому что буфер уже полный, и следующие гарутины начнут свою работу только тогда, когда мы будем вычитывать из этого пул канала, так скажем, пул-воркера. Мгм. Ну, еще есть подход, ну, тут, если так причесывать код, то по-хорошему, в принципе, на вот эту вот историю, где-то там гарутину запускаешь, тебе нужно вернуть ошибку. Как раз таки у нас error group очень хорошо отрабатывает, вот. В принципе, можно было бы и их тут использовать, вот. Мгм. Да, Так, в тут, наверное, целом, даже скорее даже правильнее было бы ее, я думаю, ну использовать. да. Код чище был бы, да, не подумал. Мгм. Так, ну, в общем, ладно. Тогда давай перейдем к блоку, связанному с базами данных. Вот, можешь рассказать, вот есть такая аббревиатура, как ACID. Вот, что это Мгм. такое, вот, и по буквам. Так, аббревиатура ACID представляет из себя некоторые правила, так скажем, которым должна соответствовать любая база данных, которая называет себя транзакционной. А, Транзакционная база данных — это та база данных, которая позволяет нам, выполнять некоторые запросы как раз таки к базе, через транзакции. Транзакции из себя представляет, так скажем, некоторый пакет запросов, который либо выполняется полностью, либо не выполняется совсем. И как раз таки тут сразу же нас поджидает, первая буква из аббревиатуры ACID — это Atomicy, который говорит нам о том, что каждая транзакция, которая выполняется, либо она выполняется полностью, либо она не выполняется совсем. Дальше
Следующая аббревиатура следующая буква этой аббревиатуры — это consistency, по-моему. Эта буква говорит нам о том, что после того, как у нас будет выполнена какая-либо транзакция, будет выполнена какая-то транзакция, мы переводим ее из одного консистентного состояния в другое. То есть это говорит о том, что мы после выполнения некоторой транзакции не должны получить какую-то рассинхрон каких-то данных в нашей базе. Дальше ACID, третья буква аббревиатуры — это I, isolation. Эта аббревиатура говорит нам о том, что мы должны запускать каждую транзакцию изолированно. То есть это говорит нам о том, что при выполнении какой-либо транзакции одна транзакция никак не должна аффектить на какую-то транзакцию, которая запущена там рядом в другом условно потоке. Почему? Потому что нам в любом случае нужно будет запускать их в потоке, потому что, так, если подумать, там, условно, если 100 пользователей на каком-то сайте есть, то мы не будем же каждого из них выполнять поочередно, как будто мы стоим в магазине в очереди. Так, и есть буква ACID, D, durability. На русский язык ее, насколько я знаю, по-разному переводят. Там сейчас не помню, какое-то там значение у него было. Кто-то говорит, типа, надежная. Это говорит о том, что если мы полностью завершили транзакцию после коммита, это говорит нам о том, что из этого состояния после транзакции эту базу уже никак нельзя будет вернуть. То есть мы все изменения, которые уже были приняты, никогда не должны потерять. Это буква D. Я не помню, как она на русском переводится, причем у людей тоже есть споры на этот счет. Поэтому я думаю, на Я английском ее durability оставим. не перевожу, а просто называю гарантией. Да. Гарантия того, что у нас, если там транзакция закоммитилась или роллбэкнулась, значит, она как бы 100% закоммитилась или роллбэкнулась, вне зависимости от того, что произошло. Там крыса провод перегрызла, уборщица выключила из розетки, неважно. Вот, окей. Так, про ACID поговорили. Давай поговорим про уровень изоляции. Какие есть, перечисли их. Так, уровни изоляции в разных СУБД, их несколько. Допустим, в PostgreSQL их 4 штуки. Read uncommitted, read committed, repeatable read и serializable. Каждый из них отличается тем, насколько жесткие правила они устанавливают в отношении базы данных, то есть условно уровень изоляции read uncommitted, который является самым слабым, он дает нам возможность прочитать изменения в базе данных даже до того, как другая транзакция завершилась. Условно, у нас 2 транзакции есть. В какой-то момент первая транзакция изменила базу данных, но еще не успела закоммитить изменения. И вторая транзакция уже видит изменения из первой транзакции, хотя она еще не была закоммичена. Это проблема, по-моему, имеет даже название, либо грязное чтение. Аномалия, Да, да. аномалия, да. Dirty read, типа грязное чтение. Дальше есть уровень изоляции read committed. Это противоположность предыдущему, то, что я сказал. Тут уже мы получим состояние некоторой базы только после того, как какая-то другая транзакция полностью завершила, точнее, как только другая транзакция выполнит команду commit. То есть как только транзакция будет полностью либо выполнена, либо роллбэкнута, только после этого мы сможем увидеть во второй транзакции изменения первой. Там, по-моему, у этой аномалии тоже было какое-то название. Это по факту аномалия на самом-то деле. Но сейчас больше объясню на третьей. Третья — это... Третий уровень изоляции — это repeatable read. Он предполагает то, что когда запустилась какая-то одна транзакция,
она не будет видеть изменений никаких других транзакций, даже если те закончились коммитом. То есть, когда мы будем запускать транзакцию с уровнем изоляции repeatable read, она по факту создает какую-то версию нашей базы, когда она запускалась, и запускается внутри этой версии, и никакие другие транзакции никак на нее не повлияют. Почему этот уровень изоляции нужен? Условно, если бы у нас стоял read committed, то у нас получилось бы так, что у нас там условно на счету 300 рублей, там в какой-то момент я посмотрел счет, у меня было 300, в какой-то момент там прошла транзакция по списанию подписки на какой-то продукт, и у меня там уже списались деньги, и там условно получилось, уже осталось там 100 рублей. И получится при повторном уже просмотре у меня получится такое, что вторая транзакция, которая проходила, там имеет другие данные, в отличие от того, какие она смотрела изначально. Мгм. Так, и есть еще четвертый Serializable. Serializable. Он самый жестокий, так скажем, потому что, насколько я знаю, он не выполняет транзакции в потоках, он будет выполнять подобные транзакции только поочередно друг за другом. Мгм. Окей. Так, вот у нас есть в Postgre такая штука, как индексы. Вот можешь рассказать, ну, что это вообще такое, в принципе, как они используются, вот. Индексы в PostgreSQL. Так, индексы представляют из себя некоторые, так скажем, так как бы это сказать помягче, некоторая структура данных, которая хранит, так скажем, отсортированные наши данные, наши некоторые индексы, которые как раз-таки мы создали, и хранит также указатель или ссылку на значение в нашей таблице. То есть что из себя представляет индексы? Индексы — это такая система, которая дает нам возможность ускорить чтение из нашей базы данных, отсортировав ее по каким-то условно колонкам или по каким-то правилам. Так, окей. Какие есть, ну, какие знаешь, виды индексов в Postgre? Да, в Postgre их есть несколько штук. По умолчанию в Postgre используется индекс B3. На русском, по-моему, я не помню, как на русском называется, обычно так и говорят, B3. Этот индекс представляет из себя некоторое значение, которое может быть сравниваемым. То есть, когда мы создаем индекс B3, мы можем гарантировать, что над ним можно проводить операцию там увеличить, уменьшить, больше, меньше, равно, там не равно и так далее. Этот индекс Мгм. используется чаще всего. Также этот индекс по умолчанию Postgres использует, когда создает индексы по primary ключу или по ограничению UniQ. Дальше есть индекс хэш, он называется. Его отличительной особенностью является то, что чаще всего он создается для колонок, которые можно только сравнить строгим равенством, то есть там какое-то поле строго равно какому-то значению. Так, там еще есть парочка других. Есть индекс GIN, он, по-моему, называется. Я не знаю, не помню, как расшифровывается аббревиатура. Он, допустим, уже подходит для более сложных типов, которые есть в Postgre. Это там JSONB, как условно, там массивы. Также есть gist индекс, есть SP-gist индекс. И, по-моему, там был еще один какой-то Brin, Ну, да. Bring, Да, Round, вот. да, это уже там Да, для ну и там много. текстового поиска, вот, и все в этом духе. Мгм, мгм. Так, давай поговорим про B3 и хэш-индексы. Вот можешь рассказать, как бы, чем они отличаются, какая у них алгоритмическая сложность и структура? Так, чем они отличаются? Как я и говорил, B3 индекс предполагает то, что над ним можно проводить операции сравнения, а когда мы используем индекс хэш, то чаще всего над ним можно проводить одну операцию, это строгого сравнения. Честно сказать, сильно я не углублялся в тему индексов, не совсем Мгм. знаю, как они там устроены под капотом, Окей. поэтому тут уже... Так, есть такая штука, как explain и explain analyzed. Можешь рассказать, что это такое?
Так, Explain Analyze представляет из себя некоторую команду, так скажем, которая позволяет нам получить информацию о том, насколько долго выполнялся наш запрос, получить информацию о том, был ли он выполнен с использованием имеющихся в базе данных индексов, и какую-то другую метаинформацию, которую мы можем получить при выполнении этого запроса. Мгм. А вот от Explain Analyzed он чем отличается от обычного М, Explain? Блин. Так, ну тут я, честно сказать, не помню уже, честно не Мгм. знаю. Окей. Про констрейнты в базах слышал? Констрейнты, ограничения, да. Можешь какие-нибудь примеры привести, какие у нас есть констрейнты? Допустим, у нас есть constraint UniQ, который гарантирует нам о том, что значение в этом столбце не будет повторяться, то есть оно будет одно единственное. Там есть ограничения по... Так, там можно поставить, допустим, условия некоторые, там чек, и там какой-то процентный столбик, точнее столбец, в котором мы проверяем, что значение в этом столбце будет либо будет значение от 0 до 100. Там какие еще могут быть ограничения? Not null, самый банальный, который я не Мгм. вспомнил сразу. И вроде бы, ну, не сказать, что это все, но вот то, что мне пришло в данный момент на ум. Мгм. С триггерами, с процедурками не хочется спрашивать, сталкивался ли, но как бы изучал эти вопросы. Я видел некоторые реализации, но опять-таки, как я понял, сообщество вообще плохо к этому относится, потому Вот что это поэтому, прям, да, поэтому не да, это прям хотелось. ужасный код. Да, но мне повезло, я сам такое не делал, никогда с таким не сталкивался. Единственное, там бывали, у себя на работе я видел там, триггеры были некоторые на это обновление updated add, самое банальное. Это, наверное, и все. Типа, что они из себя представляют? Мгм. SQL прям мощный язык на самом-то деле, прям со своими функциями. Триггеры представляют из себя некоторые действия, которые запускаются по какому-то условию. Там изменился какой-то столбец, там вставилось какой-то столбец, вставился, удалился и так далее. Мгм. А процедурки? Так, процедурки. Блин, вот с этим я уже, честно говоря, не знаком. Мгм. А вот, как ты думаешь, почему, ну, там сообщество плохо относится к триггерам, процедуркам? Ну, тут понятное дело, что мы сразу перед глазами как минимум код, который написан в этой базе данных, не видим. Мы там сразу не можем узнать, какие операции над этими типами там проводятся в этой базе данных, и там можем получить вообще неожиданные результаты чисто из-за того, что мы просто не знали, что у нас там находилось, кто там за нас все донаписал. Поэтому я думаю, что именно вот основная проблема в этом, потому что это очень тяжело поддерживать, знать об этом всем, что там написано. Ну А, да, да, то есть это с точки зрения поддержки, с точки зрения там каких-то багов, это, конечно, страшная история. Вот. Ну, еще момент, то, что очень сильно падает масштабируемость, потому что мы не можем там просто раз-раз как бы все отмасштабировать, вот. И всю логику, конечно, лучше хранить в одном месте. Вот. да. Так, окей. Так, про индексы, про все вроде поговорили. Ну, у меня вроде не осталось по базам вопросы. Вот, наверное, мы сегодня так, затягиваем, да, и чуть подзависли, вряд ли мы успеем посиздизить, вот. Но по сетям давайте я поспрашиваю, вот, потому что, Мгм. такая, ну, такой маленький блок тем, вот, там буквально пару вопросов, вот. Так, давай про модель оси. Вот у нас есть, 4 уровень транспортный, что в него входит? Блин, сразу же вопрос, который я уже давно даже не заглядывал. Транспортный. Так, ну, из того, что я помню, транспортный представляет из себя некоторые протоколы, которые стоят, которые используются при выполнении каких-либо действий по сети. Самый Мгм. популярный — это TCP, UDP. Я думаю, именно про это шла Да, речь, да, даже. да. Ну да-да. А чем вот отличаются друг от друга они? TCP. Так, самое главное их отличие в том, что TCP при
как сказать, при транспорте некоторых наших данных устанавливает стопроцентное соединение и гарантирует нам, что данные будут переданы в любом случае. А соединение UDP, оно, так скажем, более мягкое и говорит нам о том, что соединение не надо устанавливать вообще, и данные я тебе просто отправляю, а дойдут они до тебя, это уже не мое дело как будто. Ну да. Единственное, насчет соединения не уверен. По-моему, все-таки он должен устанавливать. Было бы иначе странно. Ну да, Возможно, скорее. именно он просто не узнает, передались ли все данные, в отличие от Мгм. TCP. Мгм. Вот, окей. Так, это одно отличие. Дальше. Мгм, Ну, теперь из-за вот того, что там не гарантируется полная передача значений, UDP намного быстрее, чем TCP, мгм, потому что ему не нужно делать лишний запрос на проверку того, дошли данные, вот это вот все. Поэтому TCP используется там, где нам нужно гарантировать стопроцентную передачу данных, а как раз-таки поверх TCP построена версия HTTP 1.1, 1.0, по-моему, даже вторая, не уверен насчет второй, честно говоря. Так, и UDP, ну, UDP, знаете, часто используется там, где нам нужно просто передать, допустим, даже наш стрим, который сейчас ведется, идет по UDP-соединению, потому что нам вообще сильно не важно, потеряем ли мы какие-либо данные во время этого стрима, или же нет. Ну, мгм. пакеты даже, не данные. Окей. А вот какого уровня протокол HTTP? Еще раз? Какого уровня протокол HTTP? Как он там назывался? Так, ну он лежит прямо на поверхности, по-моему, это прям седьмое слово и буквально, но я не помню сейчас его название. Ну, Как раз, прикладной уровень приложения, так сказать, application level. да, application layer, да. Чем отличается HTTP от HTTPS? Так, HTTP, по факту это просто некоторый протокол, которым мы передаем данные, точнее обвязка над как протоколом TCP, как мы и сказали. А HTTPS это почти то же самое, что HTTP, он даже не представляет из себя чего-то нового, это просто способ защитить нашу информацию, которую мы передаем по сети с помощью HTTP. Самое банальное там отличие — это буква HTTP, Мгм. HTTPS, S, которая добавляется, говорит нам о том, что это защищенное соединение от английского слова security. А, ну и вот. Мгм. Ну, типа, когда мы просто делаем HTTP-запрос, любой может вклиниться в этот запрос и забрать оттуда вот данные абсолютно без всяких проблем. А когда мы используем HTTPS, то там передача данных шифруется. Тем самым, даже если, условно, кто-то выхватил эти данные, там, он не сможет с ними ничего сделать, потому что, ну, они зашифрованы. Он как минимум, даже если их раскодировать, сможет закодировать обратно, наверное. Мгм. А вот какие методы шифрования там используются, знаешь? Методы Протоколы они шифрования. назывались. Я вот не помню, протоколы, по-моему, шифрование или методы. Ага. Ты, по-моему, про SSL, TLS. Да-да-да, Да-да-да. SSL, TLS. Так, Да. была там история, слышал, я не помню, в каком году, честно говоря, впервые там в интернете то, что продало, это была какая-то дискета с какой-то музыкой, какой-то там группы, по-моему, было давно, и вот как раз-таки в то время компания NetSpace, по-моему, она называлась, как раз-таки был браузер такой, впервые выкатила вот такое вот обновление, в котором предоставила обществу возможность безопасной передачи данных, где нам не стоило бы заботиться о том, что именно мы на этом сайте вводим, будь то банковская карта, номер телефона или паспортные данные и Мгм. так далее. И как раз-таки тогда впервые появился протокол, я не знаю, как TLS? SSL. протокол, да, SSL, SSL-1, да, SSL раньше знали. SSL 1.0 версии он был, и как раз-таки вот эту вот тему дальше они форсили, там была версия вторая, сейчас есть третья, но они все равно устаревшие считаются. И в какой-то момент Microsoft, так, по-моему, это даже не Microsoft была, подожди. В какой-то момент, короче говоря, они решили отдать интернет-сообществу, какая-то там есть группа, которая занимается как раз-таки поддержкой нашего веб-хост, всемирной паутины, не помню ее название, честно говоря, и им была продана вот эта вот технология SSL. Мгм. И через время они уже переименовали эту технологию SSL в TLS,
Поэтому там есть несколько версий: TLS 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3. Сейчас используются версии 1.2, 1.3. TLS также представляет из себя как раз-таки обертку над SSL третьей версии, но в современном мире используются только версии TLS 1.2 и TLS 1.3. Мгм. Так, окей. Так, ты упоминал вроде HTTP 2.0, вот давай по отличию HTTP 1.1 от HTTP 2.0. А, HTTP довольно старая технология, должен признать, потому что HTTP второй версии появилась только в 2015 году, если не ошибаюсь, и представляет нам больше возможностей именно передачи данных, используя всего одно соединение. То есть вот главное отличие HTTP 1.1 условного от HTTP 2.0 или 2 просто. Это в том, что скорость передачи данных многократно у нас возросла, и произошло это благодаря тому, что нам не приходится при передаче каких-то пакетов создавать каждый раз новое HTTP-соединение, а мы создаем одно единственное HTTP-соединение, с помощью которого мы можем уже передать несколько данных с нашими пакетами. То есть Мгм. поэтому мы получаем более высокую скорость. Выпустил HTTP 2, это, по-моему, Google. Выпустила она из своих нужд, потому что чуть позже именно над этой технологией появился так называемый gRPC. Мгм. Так, что там еще в HTTP 2? Ну, как я и сказал, это скорость и возможность использовать одно соединение для передачи данных. Так, А, да, тут подсказывает мультиплексирование. да, там мультиплексирование есть сжатие заголовков, вот, и Да, сжатие заголовков есть. получается, ну, сами данные, они тоже передаются в бинарном формате. Мгм. И еще есть такая прикольная штука, как приоритизация запросов, то есть вы Да-да-да-да. можете их Мгм. раньше подгружать. Вот. Так, окей. Давай последний вопрос по сетям, так сказать, даже не по сетям. Ну, короче, в общем, есть у нас такая штука, как статус-код. Вот, можешь рассказать там соты, двухсоты, за что отвечает? Так, статус-коды, тоже существуют довольно давно, со времен HTTP. В современном мире там бывают компании, которые их и вовсе уже особо не используют, там отправляют постоянно 200. Так, что они из себя представляют? Там есть 5 групп этих кодов, от единицы до пятерки, то есть 100, 200, 300, 400 и 500. Каждый группируется в зависимости от того, какого типа представляет, какой тип представляет из себя данный код ошибки. Условно, допустим, нет, не код ошибки, а просто статус коды, потому что, допустим, условно, 200 код не представляет из себя ошибку, а как раз-таки говорит Мгм. о том, что наш запрос является успешным. Допустим, 201 код, если я не ошибаюсь, говорит там о том, что сущность, которую мы хотели создать, была создана. То есть все, что 200 — это успешные запросы. Ну да, Дальше вот именно классифицировать, то есть каждый запрос, Мгм. ой, каждый статус-код не надо перечислять, вот именно Да, как ну да, я бы. вот по группам хотел разбить. Да, потом 300 говорит нам о том, что у нас произошел редирект, 400 Мгм. говорит нам о том, что есть какая-то ошибка на сервере, есть какая-то ошибка в запросе, но сервер смог ее обработать. И Мгм. есть 500 статус коды, который говорит о том, что запрос был получен, но там произошла ошибка на сервере, или там в соединении что то было потеряно. Именно по серверу ошибка, 500 группы. Мгм. Так, и есть еще 100 группа, честно, не помню. Ну По-моему, там передаются данные установка соединения, если я не ну да, ошибаюсь. какая-то информационные, Да, да, информационно. информационные данные. Так, в общем, окей, у меня, наверное, вопросы кончились, потому что мы так уже почти 2 часа тут беседуем. Вот. Не буду дальше тебя мучить, так сказать. Вот. В целом, по фидбэку из того, что запомнилось, как бы хорошо знаешь теорию, хорошо, глубоко по Гошке шаришь, вот, знаешь там по сетям, основную базу, вот, и по Postgre. Единственное,
Ну, было пару моментов там со строками, пару моментов там с Слайсами, канал да. каналы чуть-чуть там по теории вроде замешкались, по лайфкодингу, да, вот на слайсах чуть-чуть, споткнулись, чуть-чуть ну, там до error group не додумались. И в целом все ок. То есть как бы про ну, как бы про concurrency ты знаешь, то есть там, что нужно wait группы, нужно каналы, где использовать, где нужно что закрыть. Вот как бы с этим все ок. Вот, и по базам единственное нужно подтянуть, потому что про индексы, про глубину любят, любят спрашивать про, получается, что там еще было, про процедурки всякие, ну, даже еще я забыл, спросить про эти виртуальные таблицы, как они называются, Materialized View и обычный View. Вот, если вдруг там эти темы не знаю, что же рекомендую почитать. Вот, а Мгм. так, резюмирую. Вот, если бы мне нужно было быстро набрать человека, и ты там был бы в списке одним из первых, то я бы тебя взял. Вот, то есть как бы на медловскую позицию, то есть вообще без проблем. Но зная щас рынок, есть вакансии, где там люди досконально ищут там какого-то идеального кандидата, там, который знает все, хочет там на зарплату джуна. Вот как бы, тут бы сорри, но да, тут бы опрокинули. Но такие собесы, и, возможно, даже я не прошел бы, поэтому, Мгм. кто знает, что у них в голове, какого они кандидата себе придумали, вот. Поэтому как бы, в целом вот чуть-чуть по базам подтянуть, там полайфкодить, по слайсам со слайсами разобраться. Я думаю, ты там 8, может, даже 9 из 10 собесов на медла спокойно будешь проходить, если вдруг будет Мгм. интересно. Ну, слышал, что тебе в компании нравится, поэтому это как в целом, если оценивать грейд, то middle, да, без проблем. Вот. Так, ну знаешь, ощущение, как будто я очередной собес прошел. У меня их получается вот это вот уже за всю жизнь третий собес только. 2 Ну успешных, 1 провальный получается. Так, хорошая статистика, я бы сказал. да. Это больше Так, 50%, сколько? 66% успешно, да? Ну, это хорошо. да. Так, Тогда у нас получается больше, вопросов нету, собес прошли, не успели немного, пройтись по систем-дизайну. Эмин, тебе большое спасибо, что ты вообще здесь, сюда пришел, в Worklavik. Рада тебя здесь видеть. так. Надеюсь, увидим тебя не в последний раз. Я знаю, Ну, может, мы еще как-нибудь зовите, успеем может, встретиться. даже отдельно систем дизайн поделаем. Да, найдем человека, и надо будет систем дизайн поделать. Так, отлично. А, Тогда у нас все получается на этом. В чате особо мы чат не мониторили, но особо тут и вопросов не было, по-моему. Так, через Тогда, какое время вы перейдете во фронтенд? Вот есть вопрос интересный. из Свои фронта предположения. уходят. Оде Мы из фронта пришли, по-моему. Мы, прогрессируем, они деградируют. Так, тут меня втягивать вот этот ваш фронтенд не надо, я начинал так сразу, увидел 5 языков, посмотрел, где меньше всего конкуренции, выбрал Go и пошел. У меня все просто было. Да. Ну да, на самом-то деле Go и сейчас имеет там мало конкуренции, но сейчас начинается вот это вот, поэтому Go не учите пока. Дайте людям тоже работу найти. Толпой, главное, не идите, да? Да. Э, так, М, по вопросам, я так чуть-чуть мониторил, вот, но вроде не увидел прям каких-то вопросов, ради которых надо было прерываться с этого мгм. потока, потому что в смысле сбивать, очень такой тяжело потом восстанавливаться, вот поэтому, Да-да-да-да. а так, тут писали, э, как стать таким же умным. Вот. Какие есть у тебя, Надо советы людям, которые просто хотят, ну,
также уверенно себя чувствовать? Ну, по рекомендациям, знаете, просто пахать надо, я думаю. Причем не просто там 1 часок посидел, там неделю потом ничего не делал. Нет, ты если там решил чего-то ты уже добиваться, то уже иди до конца. Потому что при моем старте, там, условно, до первого оффера в Бигте там почти год прошел. Я там занимался. Короче, главная проблема каждого джуна, условно, который там пытается найти работу, который пытается стать умным, это в том, что он не прилагает достаточно усилий, я думаю. Единственная Ну, проблема. возможно. Да. То есть, У тебя, да, по-моему, другое видение, тоже поделись. речь не про то, что ты как бы, там раз и стал умным, а про то, что это просто вот процесс. То Да. есть, и как я Мгм. вначале говорил, в самом начале собеседования, что, нету, мы все не можем всего знать, поэтому как бы мы все обучаемся, мы все что-то новое для себя изучаем. Вот условно тоже там полгода, год назад я там примерно много чего не знал, вот, но это же не значит, что как бы, Я был типа глупый, да. да-да-да. Вот. И в целом, как бы, нужно постепенно развиваться. То есть, да, как ты и говорил, что не раз там посидел, посмотрел, а потом забил. Вот, как бы, если ты хочешь в этой сфере развиваться, то должен жить в этой сфере. То есть я когда начинал, я сразу, там открыл для себя телегу, что там есть куча чатов с разработчиками, постоянно с ними общался, какие-то статейки читал, вот. В общем, когда ты, когда каждый день у тебя в контексте вот этот go, 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 как бы ты, в принципе, многие вещи уже на автомате как бы знаешь, на автомате отвечаешь. Вот. В целом, просто, много материала в интернете. Вот самое первое, что должен уметь программист, это гуглить, находить информацию. Да. Вот. С этим навыком он даже не то, что Непобедим. в программировании, в целом в любую сферу, мне кажется, может устроиться. Вот, как бы все зависит от человека, какие готов он усилия прилагать для достижения той или иной цели. Вот. Отлично сказано, на самом-то деле. Не дать не взять, так скажем. Так, я думаю, мы на этом уже можем закончить. Соответственно, 2 часа. Успешный собес. Даже можно отпраздновать, я думаю. Так, Да. поэтому, Ибрагим, либо ты закончишь, либо я могу. Ну, давай тогда я здесь все 2 часа сидел за чатом, следил. Очень вообще интересно. Спасибо тебе, Эмин, за то, что поприсутствовал на этом стриме. Уверен, что наши зрители получили огромную пользу от этого стрима. И надеюсь, что твое сегодняшнее появление не закончится вообще на этом канале. И мы тебя еще будем видеть почаще. Вот, спасибо тебе большое. И да, закончим этот стрим. Вот. Все, Да, всем спасибо зрителям, спасибо Эмину, спасибо Муслиму. Всем, получается, пока. Давайте, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Салам алейкум, ассалам.